Попасть на свою ферму Мовсару Гулаеву сегодня не удалось. Дорогу в селение Хой и Макажой расширяют. Опасаясь камнепада, на этом участке перекрыли движение. Завести подсобное хозяйство в Высокогорье мужчина решился 3 года назад. Село является родовым нашим. До выселения жили там. Поэтому хотелось что-нибудь оживить в селе. И начать сельским хозяйством заниматься. Сначала завели коров и овец, однако вскоре от животноводства решили отказаться. Тогда отцу Мовсара Ломали Гулаеву посоветовали заняться птицеводством. Теперь они ждут весны. С приходом тепла ферму переоборудуют и закупят цыплят. Где-то к концу марта обзавести индюшата с Кабардино-Балкарии. Хоть 5-10 рабочих мест мы хотим там создать, чтобы люди приехали туда жить. Заняться прибыльным бизнесом в условиях высокогорья непросто. Население горных сел малочисленно, а условия жизни не из легких. Для таких инициативных людей, как Гулаевы, в республике действует целый ряд программ. Среди них поддержка малого бизнеса, улучшение медицинской помощи, ремонт дорог и строительство социально значимых объектов. За 2014 год в сельских поселениях проложено около 20 километров асфальтной дороги, отремонтированы грейдерные дороги, внутрипоселковые для улучшения быта населения Веденского района. И также у нас развиваются инвестиционные программы благодаря нашему президенту и благодаря его направлению. Однако одних программ поддержки недостаточно, необходима правовая основа. С недавнего времени парламент Чечни разрабатывает новый законопроект «Развитие горных районов», рабочее название. Он включает в себя как социальную, так и экономическую сторону. Принятие этого законопроекта создает правовую основу для развития этих горных территорий. И самое важное, создает основу для разработки и реализации программ развития. То есть мы создаем законопроект, который становится базой. Законопроект пока еще обсуждается в Комитете по инвестполитике и имущественным взаимоотношениям. Если проект одобрят, то такой закон станет хорошим подспорьем для всестороннего развития Высокогорья. Он будет контролировать соблюдение режима охраны и использования природных территорий и объектов. Также на его основе планируют создавать программы поддержки населения. Авторы закона предлагают ввести зонирование горных районов, состоящее из 4 уровней. Третья зона от 500 до 1000 метров над уровнем моря. Вторая до 1500 метров. Первая до 2000 метров над уровнем моря и зона особых условий более 2000 метров. Таким образом, чем выше местность, тем больше социально-экономических льгот. Законодатели считают, такой шаг может не просто облегчить повседневную жизнь населения Высокогорья, но и развить малый и средний бизнес. Елизавета Чепханова, Мурат Альбукаев, Абукар Абазов. Новости.